Отрабатывая каждую сцену, реплику, оттачивая движение, свет, звук, голоса, синхронность и своевременность. Так готовится к предстоящему спектаклю артисты Осетинского театра юного зрителя Саби под руководством режиссера Адгуракови и художника Батала Джапоа. Маленькие зрители и их родители увидят на сцене Абхазского театра пьесу по мотивам нардского эпоса «Нардса Срыкуай и Пахарь». Кстати, спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым. Главный герой Нардса Срыкуай – сильный и смелый богатырь, который жаждет приключений и отправляется в путь. Он уверен в том, что непобедим, но так ли это, покажет дорога. Айтура! Молодец, я наоборот. Мои братья опять уходят в поход за славой, забыв, что без меня им ее не добыть. Песочная анимация, интересное музыкальное сопровождение, куклы разных размеров, игра актеров. Все это заставляет зрителей внимательно следить за каждым действием, происходящим на сцене. Главный герой Нардса Срыкуай оживает в руках актрис театра Аллы Гаевой и Марины Кабуловой. Когда одной могучей своей стрелой я сбил самую яркую звезду на небосводе и согрел горстку своих братьев, которые свернулись калачиком от холода так, что можно было их накрыть детской шапкой. Его зовут Сострапо. И он какой? Он хочет быть мужественным, он хвастается, что он такой же, завидует братьям. Они же сражаются, постоянно уходят в сражения, и он тоже желает. И поэтому он очень завидует им. И, конечно, проявляет то, что я могу. Я тоже воин, и умею сражаться и стрелять из лука метко. То есть это просто мальчишка. Мальчишка, растущий мальчишка, который хочет доказать всем, что он лучше всех. Специально для постановки из Абхазии в Осетинский театр юного зрителя Саби были приглашены режиссер Адгуракови и художник Батал Джапоа. Стихи к спектаклю написаны абхазским поэтом Геннадием Аламие. На песок набегает и пишет, что не успеешь прочесть, все сотрется другой волной. Для усиления эффекта на экране на фоне героев задействована песочная анимация. Ее автор Виктория Володина. Спектакль «Нардса Срыкуай и Пахарь» стал второй частью трилогии. Премьера первого спектакля «Нард и золотое яблоко», которая была показана в Абхазии 2 года назад, имела большой успех. Это часть предполагаемой трилогии, которую планирует сделать данный осетинский театр. Да? То есть осетинский вариант, абхазский вариант и там адыгский вариант. Да? То есть мы являемся частью некоего проекта. По словам художественного руководителя Осетинского театра юного зрителя Асланбека Галаова, главный посыл трилогии – показать, что эпос объединяет многие народы. В каждом из этих спектаклей есть определенные нюансы. То есть творческая группа, которая работает, она представляет именно тот народ, тот этнос, к эпосу которого мы обращаемся. Вот непосредственно, если говорить о спектакле «Нардса Срыкуай и Пахарь», то идея этого спектакля была как бы выношена мной, но творческая группа, режиссер, художник-постановщик, известный в Абхазии театральный художник, и не только театральный, на мой взгляд, это Батал Джапоа, а тексты для спектакля писал народный поэт Абхазии Геннадий Аламие. Вот. Поэтому то, что касается каких-то изменений относительно эпоса, ну, конечно, спектакль поставлен по эпосу, написанному в древние времена, поэтому адаптация, конечно, к современному миру она была, чтобы детям это было понятным для детей языком, не только в Абхазии, но и в других регионах, которые не знакомы с эпосом. Спектакль по мотивам нардского эпоса «Нардса Срыкуай и Пахарь» будет проходить 2 раза в день – 20 и 21 сентября. Начало спектаклей в 15:00 и 17:00. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.